Сегодня мы расскажем вам о загадочном древнем царстве Гуху западного Уйгурского края, родине чеснока. С глубокой древности западный Уйгурский край хранит множество тайн. Одно из самых загадочных государств — царство Гуху. Именно отсюда берет начало обыкновенный чеснок. Именно здесь военный разведчик Чжан Цань во время похода в западный Уйгурский край нашел жгучее растение, спасшее его отряд. После возвращения он привез в Китай не только сведения о западном Уйгурском крае, но и семена новых культур — виноград, грецкий орех, люцерну, а также чеснок. Позже чеснок отправился по шелковому пути, навсегда войдя в кухни народов мира. А царство Гуху прославилось как родина одного из самых популярных в мире пряностей. В истории древнего западного Уйгурского края существовало одно чрезвычайно загадочное государство. Оно навсегда связано с чесноком. Историк Бань Гиу в своей хронике «Хань Шу» назвал его царством Гуху. Что же это было за государство? Оно находилось в долине Юлган-Терек, в 60 километрах к северо-западу от Турфана. 55 дворов, 264 человека, 45 вооруженных воинов. Первое упоминание царства Гуху в китайских хрониках Хань Шу произошло в начале новой эры. По сведениям, предоставленными историком Бань Гу, по своим масштабам это царство было сравнимо с современной небольшой деревней. В 138 году до нашей эры, когда Чжан Цань отправился в свое первое путешествие в западный Уйгурский край, войска хунну задержали его. У его отряда закончилась еда, у многих появились отеки и непрекращающаяся диарея. Чжан Цань приказал своим людям искать пропитание в дикой природе, и они случайно обнаружили хуцаа, острое, пряное растение. Это растение не только спасло их всех, но и вместе с отрядом Чжан Цаня было доставлено к городу дракона Хунну. В 126 году нашей эры это спасительное растение попало в ханьскую столицу Чиньянь. История называет его чесноком, который сегодня знает каждый. В царстве Гуху выращивали чеснок, один стебель которого давал 2 плода, и называли его хусуань. В хронике Чжэнбу содержатся сведения о происхождении чеснока. Чжан Цань, вернувшись, привез большой чеснок. Кроме того, археологи обнаружили 3 образца чеснока эпохи Хань в руинах Дуньхуана. Это служит доказательством того, что чеснок из царства Гуху распространялся по шелковому пути в эпоху Хань. На самом деле в китайских исторических хрониках культурная связь между царством Гуху берет свое начало еще в доцинский период до нашей эры и имеет чрезвычайно тонкую историческую связь. Так называемый «запах чеснока» в китайских хрониках даже считался физиологической особенностью народов западного Уйгурского края, активно употреблявших чеснок, и поэтому иероглиф «запах тела» изначально получил свое название от этого. Из-за массового проникновения народов западного Уйгурского края на центральную равнину в эпохе Хань и Тан, они передали эту практику употребления чеснока своему смешанному потомству. Кроме того, иероглифы «запах чеснока» и «запах народов западного края» стали схожи, и в итоге «ху» — «запах» сменилось на «гиу», превратившись в «гиучоу» — «запах тела» в современном китайском языке. Это имеет историческую связь с китайской транслитерацией названия Гуху. После того, как Чжан Цань впервые привез чеснок в столицу Чиньянь, когда этот крайне пряный продукт действительно спас отряд, то не было причин не записать место его открытия в исторических записках Сыма Цаня. Феномен использования иероглифа «гиу» для объяснения «ху» является историческим фактом распространения чеснока в Китае из западного Уйгурского края. Это дает нам еще одно объяснение происхождения названия царства Гуху. Согласно исследованиям исторических источников, царство Гуху было крошечным государством, долгое время зависевшим от могущественного царства Ярхата в западном Уйгурском крае. Помимо кочевого образа жизни и охоты, они также развивали такие виды деятельности, как обработка меха. Царство Гуху считалось одним из 6 государств Ярхата. История о чесноке, который появился в Китае из маленького древнего царства из западного Уйгурского края, у которого в то время не было единого названия, попала во все хроники того времени. Когда Бань Гу писал хроники Хань Шу, на него, вероятно, повлияла история проникновения чеснока из древних государств западного Уйгурского края в империю Хань,
И в итоге это небольшое государство западного уйгурского края было определено китайским языком как гуху. В эпоху западной Хань армии династии Хань и Хунну вели 5 ожесточенных сражений из-за древнего государства Ярхата в западном уйгурском крае, в ходе которых царство Гуху тоже было втянуто в водоворот событий. После сражений государства Ярхата в конечном итоге поглотило маленькое царство Гуху.